Тимур Цуров на эту встречу специально приехал из Джайраха послушать наставления старших о том, что необходимо знать в первую очередь новобранцу в армии. Он закончил Московский вуз по специальности управления, сейчас работает в администрации Джайрахского района, но отдать долг родине решил для себя твердо. В будущем видит себя только военным. Я считаю, что армия – это школа жизни. В любом случае, каждый молодой человек должен через это пройти. Как бы это сказать, отдать долг родине, получить свой военный билет, потому что это нужно в жизни очень. Каждый из них уже имеет представление, каким хотят видеть свое будущее. Обращаясь к призывникам, заместитель председателя правительства отметил, что служба в армии несет ряд преимуществ. Есть возможность продолжить военную карьеру. Но самое главное, подчеркивает вице-премьер, это дисциплина. Вести себя так, как и подобает настоящему ингушу. Я бы хотел обратиться к нашим призывникам, чтобы по месту прохождения срочной службы, прежде всего, чтобы у вас было понимание того, что вы представляете не только отдельную свою фамилию, а вы представляете нашу республику, наш народ. Призывная кампания стартовала с начала месяца, а первая отправка призывников из Ингушетии запланирована на 18 апреля. Всего в рамках этой кампании на службу в армии должны отправиться 250 человек. На сегодняшний день в различных родах войск проходят службу свыше 500 солдат из республики, а больше 80 после армии работают по контракту в различных городах России. И сегодня у ребят есть уникальная возможность выбрать себе подходящее направление в службе. Призывники из нашей республики будут направлены для прохождения военной службы в сухопутные войска западного, центрального и восточных округов, железнодорожные войска, войска Национальной гвардии. В день отправки на сборном пункте до вас всех будут доведены места дислокации, номер войсковой части и род войск. Если вы не будете нарушать, лучше не идите в армию. Отдайте это место другому человеку, который действительно будет служить и хочет служить и заслужиться. До полковника, до генералов, срочно служить можно. По контракту служить можно. И можно хорошим человеком вернуться домой. Саид Куштов пока не определился, каким войскам отдает предпочтение, но уверен в одном: будущие защитники Отечества, где бы ни находились, должны достойно нести службу. Каждый день думать об ответственности, которая ложится на их плечи. Тем более, когда есть на кого равняться. Генералов и героев среди ингушей немало. Цель моего прихода сюда – это для себя определиться, в каких войсках я буду служить, где я могу быть полезным, освоить какие-либо навыки и послушать старших, тех, кто отслужил, и тех, кто знают, что это такое. А председатель комитета солдатских отцов в своем выступлении затронул и такой вопрос, как нарушение армейской дисциплины и участие в конфликтных ситуациях военнослужащих из Ингушетии, которые, по сути, и сами не служат, и другим не дают. Таких немного, но все же есть. В основном же наши ребята служат достойно. Об этом свидетельствуют многочисленные благодарственные письма от командующих воинских частей. Хотелось бы от ребят, лично наших, чтобы особо внимание себя не привлекали. У меня столько писем здесь, столько характеристик, положительные и отрицательные. Хотелось бы от вас, чтобы получали положительные. Одна из главных особенностей нынешнего призыва – молодой человек может выбрать тот род войск, в котором он желает продолжить службу. Пока еще неизвестно, куда этих ребят распределят, но где бы ни проходила их служба, ребята должны помнить, что их долг родине – научиться с оружием в руках защищать себя, свою семью и страну. Светлана Томова, Магомед Урусханов. Новости 24.